Так, уважаемые коллеги, у нас по плану сегодня совещание мы хотели провести, значит, до того, как, значит, организовать встречу с нашим уважаемым Гаджи Муталибовичем. Вы, наверное, многие знали, наверное, и слышали, что есть такой наш земляк, доктор медицинских наук, профессор, член правления научного общества натуральной медицины России, вице-президент Творческого общества детских нефрологов России, врач высшей категории нефролог. Значит, работает более 25 лет заведующим кафедрой Ростовского государственного медицинского института и университета. И, естественно, для нас эта встреча, она, наверное, принесет большую пользу. А так у нас были запланированы два вопроса. Мы, прежде чем поехать на коллегию, мы обсуждаем вопросы, которые там выносятся на коллегию. Это значит, там вопросы стоят по диспансеризации взрослого и детского населения и вопрос по раннему выявлению туберкулеза в республике. Значит, учитывая, что наш уважаемый земляк, он, значит, у него другие встречи тоже запланированы у Гаджи Муталибовича, поэтому мы хотим слово предоставить вам, уважаемый коллега. Конечно, у нас врачи, педиатры тоже работают над как раз вот диспансеризацией. Выявляемость тоже у нас такая вот, педиатры, конечно, тоже могут вопросы задавать там по заболеваемости. Есть службы, которые, значит, специалисты, у которых больше выявляемость, может быть, заболеваемость, болезненность тоже у них разная. Но, естественно, есть у нас вопросы, наверное, которые мы должны задавать, надо нам интересоваться этими вопросами, потому что научная работа – это вот то, что мы проводим анализ ежемесячный по экспертизе, значит, заболеваемости, по качественным показателям, по индикаторам. Мы должны анализировать вот динамику развития, как развивается, как, на что надо обратить внимание, поэтому давайте мы дадим вам слово. Добрый день, дорогие друзья, ассаламу алейкум. Рад иметь такую возможность встретиться с вами. Скажу несколько слов о себе. Я родился в высокогорном селении Маза-Ахтынского района. Селение в 1996 году переселилось сейчас в Казмаляре, все живут. Ну и не каждый день имею возможность, не каждый год имею возможность приехать. И когда приезжаю, хочется встретиться со своими коллегами, делиться о ситуации в медицине. И я заведующий кафедрой педиатрии с курсом неонатологии, факультета усовершенствования врачей. Кафедра у нас достаточно большая, кроме меня 5 профессоров работают на кафедре, и мы занимаемся усовершенствованием с 1979 года прошлого столетия, как говорится. И за это время, конечно же, не только Российской Федерации, Союза России, со всего Советского Союза обучались врачи-педиатры, неонатологи на кафедре. Более 40 лет я занимаюсь вопросами иммунологии детского возраста, вопросами заболеваний мочевой системы, особенно микробно-воспалительным заболеваниям мочевой системы, вопросами организации рационального питания. И вот этими вопросами делимся со своими курсантами, студентами. Конечно же, на таком коротком совещании осветить многие стороны достаточно сложно. Я предварительно разговаривал с главным врачом. Актуальным являются вопросы детской нефрологии, а именно в части воспалительных заболеваний мочевой системы. Их достаточно много, но даже по данным Российской Федерации частота воспалительных заболеваний среди всей остальной патологии мочевой системы занимает около 80%. А остальные это приобретенные иммунные патологии, это так называемые гломерулонефриты, первичные, вторичные. В Дагестанской республике достаточно высока частота мочекаменной болезни, как у детей, так и у взрослых. И порой вот такая высокая частота дисметаболических нефропатий, мочекаменной болезни, обменных нарушений, она связана с тем, что достаточно высока частота гастроэнтерологической патологии. Вы знаете, что, вот, скажем, кристаллурия, образование кристаллов
она связана с особым видом микроорганизмов, персистирующих в организме. Ну, скажем, это микроорганизмы, которые обладают выделением уреазы, фермента уреазы. А к таким микроорганизмам прежде всего относится Helicobacter pylori. А частота гастритов, гастродуоденитов связана с инфекционной этиологией. С Helicobacter pylori порой достигает 300 на 1000 случаев и более. Поэтому все дети, которые у вас наблюдаются с диагнозом гастроэнтерологии, они входят в группу высокого риска по дисметаболическим нефропатиям, по мочекаменной болезни. Это один момент. Второй момент. Одним из биотопов, откуда микробы попадают в мочевую систему, является кишечник. У детей раннего возраста имеются прямые связи лимфатические с толстым кишечником прямо с почками. То есть микроб, который попадает в лимфатическую систему, минуя печень, минуя кровь, попадает в почку. Таким образом, даже с некоторым ограничением можно сказать, что, скажем, пиелонефрит, микробно-воспалительное заболевание почек, мочевыводящих сустав, это не что иное, как дисбиоз кишечника третьей степени. Если мы посмотрим, скажем, определение дисбиоза кишечника, оно определяется таким образом. Это снижение облигатной флоры, это появление патогенных микроорганизмов, выход их за бауэриновую заслонку и попадание в другие органы. При пиелонефрите все эти ситуации есть. Поэтому одним из основных моментов для педиатров, для терапевтов, для урологов, нефрологов является это сохранение нормального биоценоза кишечника. На сегодняшний день не проходит ни один конгресс, конференция, где бы не обсудились такие вопросы, как микробиота. Нормальная микробиота кишечника, микробиота кожи. После того, как провели исследования среди добровольцев, показано, что микробиота является определенным органом, которые живут с нами вместе. Мы, питаясь, кормим их тоже. И вот наше содружество имеет существенное значение в сохранении вот этой нормальной микробиоты. Сейчас отказывается от такого понятия, как дисбактериоз кишечника. За рубежом никогда не принимали это понятие. Но у нас было такое понятие с определением степени, первой степени, второй степени дисбактериоза кишечника. Сейчас отмечают дисбиоз кишечника, нарушение микробиоты кишечника. И вот как раз микробно-воспалительное заболевание мочевой системы впрямую связано именно прежде всего с нарушением микробиоты кишечника. Если мы посмотрим этиологическую структуру заболевания мочевой системы, как у взрослых, так и детей, то ведущее место среди этиологической структуры занимает грамм-отрицательная флора. Это такие микробы, как кишечная палочка, как клепсиелла, как протей, то есть грамм-отрицательные микроорганизмы. По-другому мы их называем условно-патогенные микроорганизмы. То есть должны быть какие-то особые условия, при которых эти микробы становятся патогенными. Какие могут быть эти условия? Но прежде всего это снижение резистентности организма. Я не имею в виду только иммунную резистентность. Это снижение и адаптационных реакций, это снижение антиоксидантной резистентности. Все это приводит к тому, что формируется отдельная группа лиц, которые высоко подвержены инфицированию перехода инфекции из этих биотопов. Из горла, из наружных половых органов, из кишечника в мочевую систему. А там есть особые условия. То есть это прежде всего мочевина, это высокое давление в почечной ткани, паренхима почки. И все это особые условия дают к тому, что микроорганизмы в этой системе персистируют и способствуют развитию инфекции. Мы многие годы занимаемся, начиная с 80-го года, многие годы занимаемся мониторингом этиологической структуры инфекции мочевой системы у детей. Через каждые 10 лет, по 3 года, у нас 60-коечное детское нефрологическое отделение, по 3 года сплошным путем мы анализируем посевы мочи и каким антибактериальным препаратом чувствительны высеянные микроорганизмы. Что мы заметили? Вот 4-5 эпизодов. Постоянно происходит смена
лидера, постоянно происходит снижение актуальности лидера. Но общепринято, что лидером в инфекции мочевой системы является кишечная палочка. Но доля кишечной палочки от 70% у детей периодом снижается до 35% за счет увеличения количества так называемой назокаминальной инфекции. То есть это инфекция, это клепсиелла, это протей, это палочка сине-зеленого гноя. Но простите, мы же анализ берем на второй день поступления ребенка в стационар. Если ребенок лежал бы в интенсивной палате, мы бы сказали, тяжелое состояние у ребенка, от одного больного переходит к другому, вот госпитальная инфекция берет вверх. А этот ребенок поступает первый-второй день, у него такая же инфекция. То есть получается, что организм у этого ребенка оказывается в такой же ситуации, как палата интенсивной терапии. То есть у него нет резистентности. Обычно как происходит? Обычно, скажем, микробиота кишечника контролируется нашей иммунной системой. Ну, прежде всего, макрофагами, большими пожирателями макрофагами. И этот контроль осуществляется, если макрофаг проглотил микробы, переваривает микробы и дальше живет. А очень часто у детей со сниженной резистентностью, да и у взрослых со сниженной резистентностью возникает ситуация, проглотить-то проглатывают микробы, а переваривать не могут. И вот представьте себе этот микроб, в котором, то есть макрофаг, у которого имеется 25 кишечных палочек, попадает в лимфатическую систему, двигается по этой лимфатической системе, попадает в почную ткань. И там погибает. И 25 микробов абсолютно спокойным путем нашим транспортным средством мы доставляем для почки. Вот вы все помните, в советское время был такой мультфильм, когда волка приглашали на свадьбу. Помните, да? Вот как волк уходил в лес после свадьбы. Вот точно так же макрофаг, у которого нет возможности переваривать, уходит так из кишечной стенки в почку и инфицирует почку. Я к чему это говорю? То есть мы имеем абсолютную альтернативу антибактериальной терапии. Если мы приведем в порядок кишечник, а порядок кишечник можно привести обычными вещами, которыми мы постоянно пользуемся. Если мы так посмотрим, у нас есть минимум 5 групп средств антибактериального характера. Ну, первая группа широко известная и широко нами используемые антибиотики. Антибиотики. Целая группа антибиотиков, к сожалению, с каждым годом вырабатывается высокая устойчивость. Вот только что в 2018 году мы проводили последний мониторинг, оказалось, что если в клинических рекомендациях по лечению инфекции мочевой системы на первом месте стоит антибиотики цефалоспорина 3-го поколения, или защищенные пенициллины, скажем, или аугментин, или алуксиклав, то по нашим результатам оказалось, что к цефалоспоринам 3-го поколения устойчивость от 40 до 60%. А вы знаете, что антибиотик можно использовать лишь только тогда, если устойчивость не превышает 15%. Не превышает 15%. А 40% этот антибиотик абсолютно не подходит. Таким образом, мы сейчас находимся перед фактом, что через каждые 2-3 года нам нужно менять клинические рекомендации. Антибиотики – это тупиковая ситуация. Если мы будем лечить только одними антибиотиками, тем более, не зная конкретного больного, какая чувствительность, мы окажемся в тупике. Дело в том, что анализ мочи на стерильность мы получаем через неделю, а антибиотик нас назначат сегодня. И постулат такой, что если есть активный микробно-воспалительный процесс, мы должны назначать антибиотик широкого спектра действия и защищенный. То есть мы убиваем все в организме микробы, и полезные, и вредные. И надо начинать второй этап восстановления нормальной микробиоты кишечника, да не только кишечника, всех слизистых. Следующая антибактериальная группа какая? Это пробиотики, то есть полезная кишечная флора. Это лактобактерии, бифидобактерии. Ну, примером можно назвать линикс, скажем, да?
бифидобактерии, лактобактерии. Сейчас огромное количество их есть. Каждая фирма хвалит свою продукцию, отмечает, что у нас больше бактерий, у нас больше доходит до больного. А суть заключается в том, что любой пробиотик должен быть симбиотиком. То есть достаточно 2 микроба, но они, чтобы работали как родные братья. Вот тогда получим эффект. А не 10 микробов, и неизвестно, как они будут вести в этой капсуле. Очень часто вы услышите такое определение, что те капсулы, которые мы из стороны получаем, это не наши. Это американские, французские, чьи угодно, российские, но не нашего региона, но не касумкенские. Поэтому они не приживаются в нашем организме, они уходят, толку от них нет. Это не совсем так. Дело в том, что нам и не нужно, чтобы пробиотики приживались у нас в кишечнике. Нам важно, чтобы они ожили, проходили в течение 8 часов через желудочно-кишечный тракт и благополучно вышли. Вот это 8 часов они будут работать, они будут синтезировать витамины, убирают газы, убьет патогенные микроорганизмы в уходе. Через 8 часов я дам новую порцию. То есть 2-3 раза мы назначаем. То есть таким путем мы можем сохранить нормальную микробиоту кишечника. Но самое главное, даже не пробиотики. А вы знаете, что есть продукты пребиотики. Самым лучшим пребиотиком на сегодняшний день во всем мире является женское молоко. Именно женское молоко создает оптимальные условия. Во-первых, расселение желудочно-кишечного тракта микроорганизмов, во-вторых, и целый комплекс защитных механизмов. Ну, скажем, в женском молоко есть такой защитный механизм, как трансфер-факторы называется. Трансфер-факторы – это молекулы, которые дают возможность стимулировать собственную иммунную систему, защищать организм ребенка в течение первых 6 месяцев от наиболее распространенных микроорганизмов, и это трансфер-факторы ребенок получает с молоком. Я не всегда был профессором. Перед тем, как учиться в медицинском университете, я был чабаном. Настоящий. Вот. Я пешком 1100 километров топал с Дагестана в Муганской степи, зимовал в Муганской степи. И вот я помню, когда весной начинался окот, и появлялись ягнята, если ягненок не получал материнское молоко, он погибал из-за заселения кишечника микроорганизмами. И мы специально готовили смесь сцеженного молока с яичным белком. Гогол-могол. Вот вы этим смесью кормили ягнят, они спасались. Об этом меня просили позапрошлом году в Турции. Американцы рассказывают, как это делать. Потому что американцы получили трансфер-фактор, и они из молозивого корового молока и распространяют этот трансфер-фактор. То есть пребиотик, обеспеченность ребенка нормальным грудным молоком дает возможность на многие-многие годы. 25-летний больной к нам поступает, мы спрашиваем у него, как кормили, грудное было вскармливание или искусственное вскармливание. Ведь искусственным вскармливанием можно кормить любого млекопитающего, да? А если ребенок получает грудное молоко, прежде всего с развитием всех органов систем, у этого ребенка великолепно развивается вторая сигнальная система. У этого ребенка речь по-другому развивается. У этого ребенка умственная способность по-другому развивается. Поэтому женское молоко дает возможность делать из ребенка, из абсолютно не разговаривающего малыша, делать нормального человека. Это важно очень. Следующая пребиотика. Вы все знаете, есть декстраны. Декстраны. К ним относятся лактулоза, лактусал, да, нормазия. То есть это фруктоолигосахариды, короткоцепочные углеводы. И они дают возможность, они являются питанием для нормальных микроорганизмов, микроорганизмы питаются ими, сохраняется нормальная микробиота организма, тем самым происходит профилактика. Таким образом, вот альтернатива вторая. Назначение вместе антибиотика, пробиотика, пребиотика, симбиотика, вот это дает возможность сохранить. Есть исследования, о которых я очень часто рассказываю на конгрессах, на конференциях. Взяли 2 группы больных с инфекцией мочевой системы. Одной группой назначили лактобациллы, другой группе назначили антибиотик. Третья группа
после лечения ничего не получили. То есть первый курс получили, потом надо было оценить рецидивы. Вот та группа, которые получили антибиотик, рецидивов было 8-10 всего рецидивов. Та группа, которая получила пребиотик, то есть пробиотик, это нормальная флора, рецидивов было 10-11, а та, которая не получила, 25-30. Таким образом, нормальная микробиота кишечника работает точно так же, как антибиотик, но вместе с тем не дают никаких осложнений. Оказалось, через 5 месяцев, проверив микробов, полученных у больного, у группы детей, которые получили антибактериальные препараты, 100% устойчивость к бисептолу микробов. То есть сегодня лечим антибиотиков, завтра мы накапливаем в популяции микробов устойчивых микроорганизмов. Эти моменты нужно учитывать. Второй момент. Альтернативой антибактериальной терапии является фагоцитоз. Мы можем повысить фагоцитоз обычными вещами. То есть, что я имею в виду? Это адаптогены. Это растительного, это животного происхождения растительного, это химические адаптогены, ну, скажем, полиоксидоин, скажем, деринат, скажем, нуклеинат натрия, метилурацил. Мы о них очень часто забываем. Эхиноцея, иммуналиез препарат, как эхиноцея. И надо всегда иметь в виду, какой адаптоген в какое время года нужно назначить. Если заболевание рецидивируется, хроническая рецидивирующая инфекция, то назначит иммуномодулятор, который синтезирует антитела, бесполезное дело. Почему? Да потому что рецидивирование инфекции очень часто происходит путем приспособления микробов. Они приспосабливаются, раздеваясь. Они выбрасывают оболочку, превращаются в так называемую L-формой, непонятно для иммунной системы. Иммунная система равнодушна. Так что же делать? Надо усилить фагоцитоз. Фагоцитоз проглатывает все. И кусочки латекса, и краску, и микробы. А фагоцитоз можно стимулировать очень хорошей едой. Можно хорошо, качественно обеспечить ребенка питанием, и фагоцитоз будет работать хорошо, отлично. То есть адаптогенный средства. А у нас в Дагестане адаптогенов растительного происхождения огромное количество. Вот та же самая, скажем, спарыш, тот же самый спарыш, который везде растет, горец птичий. Французы выпускают лекарство леспинефрин для больных с почечной недостаточностью. Трава спарыш оказывает эффективность во много раз больше, чем леспинефрин. Травяные. В свое время мне удалось написать книгу «Фитотерапия заболеваний почек у детей». Эта книга была написана на основании тех знаний, которые еще давал дедушке в старые времена. Он занимался травами. И изучая мировую практику, было написано для детей. Эта книга до сих пор имеет успех, пользуется. Мы назначаем различные сборы трав. Однако на сегодняшний день кажется архаичным рекомендовать, скажем, готовить настой травы. Сейчас все это лиофилизировано, все это упаковано в капсулы, есть возможность назначить. Ну, скажем, такое многие нефрологи, педиатры знают, такое лекарство, как канифрон. Экстракт из 3 трав. Ничего там нельзя. Там розмарин, там золототысячник, любесток. 3 травы. Но он обладает великолепным противомикробным эффектом. Изучили его действие на биопленке. А это сейчас бич. 65% хронических инфекционных заболеваний связаны с биопленками. И вот показали, что канифрон разрушает биопленки. Вы знаете, что урологи, хирурги знают, что сейчас запрещено промывать катетеры. Катетер забился, его надо вынуть, менять другим катетером, потому что биопленки, они распространяются, дальше идет заселение организма биопленками и накопление солей, образование камней. И именно центром камнеобразования, как помимо убитых лейкоцитов, помимо слизи, все является биопленка, образующая микроорганизмы. Так вот, канифрон обладает великолепным свойством очистки. Я знаю в мире всего 2 продукта, которые обладают свойством уменьшить прилипаемость микробов к поверхности слизистой.
А с момента прилипания начинается любая болезнь. Это клюква и это канифрон. Японцы доказали, что клюква обладает четким свойством уменьшить прилипаемость. А вот с клюквой одновременно спорит наш обыкновенный дагестанский продукт, обыкновенные листья груши. Листья груши содержат арбутин, растительный антибиотик, который великолепным обладает противомикробным действием против грамм-отрицательных микроорганизмов. Я помню, что в старые времена при диарейном синдроме назначали настой листьев груши, скажем. Вот листья груши у меня входят в многие сборы для лечения инфекций мочевых путей. А великолепным обладает спазмолитическим эффектом при острых циститах. Настой листьев груши великолепно снимает симптомы цистита и антибактериальным эффектом. То есть у нас есть огромное количество возможностей вести противомикробную, как говорится, борьбу и при этом уменьшить риск развития резистентности. В правительственной программе, принятой до 30 года, именно такая принята программа у нас в Российской Федерации, по антибиотикорезистентности, отмечено, что мы должны использовать помимо антибактериальных препаратов, антибиотиков, целый ряд других средств. Ну, скажем, такие средства, как бактериофаги. В свое время бактериофаги были созданы в Советском Союзе. А потом получилось так, что за рубежом ими пользуются, мы перестали ими пользоваться. Сейчас в Санкт-Петербурге синтезируют бактериофаги. Это вирус для бактерий. Каждая бактерия имеет свой бактериофаг, непосредственно проникает в тело бактерии, размножается, бактерии умирают. Бактериофаги. К ним не бывает резистентность, устойчивость не развивается. Это растительного происхождения лекарственные травы. Я знаю, что педиатры очень широко рекомендуют такие продукты, как бронхоиммунал, как иммунал, для того, чтобы длительно формировать иммунный статус. Их можно давать не менее 2-3 месяцев, чтобы антитела развиваться. Вы знаете, что самый короткий срок выработки антител 21 день. 21 день. То есть надо давать на 4-6 недель. Ну и витаминно-минеральные комплексы. Комплекс витаминов, зимний период времени могут мне возразить. Мы живем на юге, я вот ехал, видел, что очень много, скажем, фруктов, овощей, нам витамины не нужно. Уверяю вас, фруктами, овощами полноценно обеспечить организм витаминами нельзя ребенку, а взрослому тем более. Надо их периодически использовать в своей практике. Я, конечно, за это короткое время не смогу много чего рассказать. Это как бы вступительное такое было, ознакомительная наша встреча. Я думаю, что у нас будет возможность еще не один раз встретиться. Если у вас есть вопросы, я на них отвечу. Уважаемые коллеги, мы вот, начиная с половины первого, практически минут 40 говорили о предстоящей работе с уважаемым Газимом Талимовичем. Он оставляет свои номера телефонов, даже вот когда нужно консультировать, не только тяжелых больных, там, детей, но в любое время, говорит, я готов вам давать консультации. Вот когда приезжает в отпуск, вот каждый раз не менее 15 организаций его приглашают, да. Невозможно, это просто чисто, можно сказать, случайно мы так и встретились, я попросил, чтобы перед коллективом выступил. И, конечно, вот это огромный опыт почти во всех крупных капиталистических странах, во всех странах Европы, он выступал, его монографиями пользуются по всему миру, но, к сожалению, вот мы, конечно, до этого мы не были знакомы. И я хочу от имени вот наших медицинских работников поблагодарить вас за содержательную лекцию. Мы гордимся, что у нас земляки работают вот на таких должностях в России. И хотим вам тоже пожелать здоровья, успеха в вашей научной работе. Спасибо большое. Спасибо.